поток большой, но на сегодняшний день большое число из трудовых мигрантов, если за них говорить, имеют действующие разрешения на работу. Разрешения на работу, они действуют на весь период, на который они были выданы. То есть, если разрешение на работу получено, грубо говоря, в декабре месяца 2014 года, то до декабря 2015 года оно признается действительным. И никаких, соответственно, мер по отношению к этому трудовому мигранту приниматься не будет. Те патенты, которые были выданы также в прошлом году, они также признаются действительными на срок, либо тот, который они были выданы, либо с учетом их продления, опять же, еще в прошлом году. То есть раньше выдавались патенты для работы физических лиц на срок от 1 до 3 месяцев. А дальше они продлевались путем проплаты. Вот если в декабре были такие патенты получены, то, естественно, они действуют январь, февраль, март. Да? Ну, до марта, там, до какого-то февраля, или там, до какого-то марта. Если эти патенты были продлены путем проплаты в прошлом году, то они продлены на тот период, они будут действительны, на какой период они продлены. Поверьте, что таких очень много. Вот. Я имею в виду, что вот этот переходный период, его тоже вот брали во внимание, чтобы те документы были действительные, чтобы дать возможность вот раскрутиться новому процессу. Вот. Кроме того, вот, значит, тот срок, который предусмотрен 30 дней для подачи документов на оформление разрешительных документов, в частности патент, во-первых, он сделан сознательно для того, чтобы те люди, которые приехали с целью работы, чтобы они оформлялись, естественно, легальным путем, потому что без квот в настоящее время, пожалуйста, к любому работодателю, физическому, юридическому, частному лицу, предпринимателю и так далее, никаких проблем нет. Значит, если они не успевают в течение 30 дней, да, но опять же, это опять вот этот переходный период, когда они еще будут не успевать, но тем не менее предусмотрена возможность подачи этих документов на оформление патента и через 30 дней, но, к сожалению, тоже через административное наказание. В Российской Федерации наделены правом выносить такие решения о закрытии въезда 11 структур, помимо, ну, в том числе ФМС. Сейчас немножко произошло изменение, на сегодняшний день 9 таких структур. Некоторые убрали, а некоторые добавились. Вот. Но если говорить о проверке, о наличии оснований на закрытие въезда в Россию, то на сайте ФМС, соответственно, размещена только та информация, по которой выносились решения по линии Федеральной миграционной службы. Вот. Если это выносили ФСБ, либо там медицина и так далее, естественно, наркоконтроль, ее там быть не может. Это не наша информация.